Для большинства этих мальчишек и девчонок это первое достижение, потому и такие нарядные. Но чтобы получить грамоты и медали, пришлось приложить максимум усилий. Учителя и родители знают толк в наградах, но сегодня победители не они. У детей свои представления, как достичь высот. Дана Тарба и Анастасия Кация, одноклассницы, ученицы 4 класса средней школы номер 3, с гордостью делятся своим успехом и высокими результатами. Школьницы нацелены на победу в республиканском туре Олимпиады. Я одну получила, я за русский язык и литературу. Я получила за русский язык и литературу и еще математику. Если честно, на подготовительных занятиях по Олимпиаде было тоже весело, легко. Но на туре некоторые дети плакали, но мне было нормально, было достаточно легко. Мне обидно из-за того, что я математику не прошла. Знаете, что было? Мне моя учительница сказала, что я не прошла математику. Я такая, ну ладно, все. А потом, когда я увидела результаты второго тура школьной олимпиады, я математику прошла. Папа очень помогал по математике, вот в плане математики папа сильно. По русскому мама. Победители городской олимпиады школьников продемонстрировали выдающиеся знания и способности. Мероприятие стимулирует интерес к науке и образованию среди молодежи и помогает выявить талантливых будущих исследователей и ученых. Бурные аплодисменты и улыбки на лицах учеников дают еще больше мотивации для развития своих способностей и достижения новых вершин в мире знаний. Я очень рад, что я выиграл городскую олимпиаду. Я очень много готовился к ней. Ты доволен результатом? Да, я доволен результатом. А какие планы на следующий тур республиканский? На республиканскую олимпиаду надо готовиться еще больше, поэтому постараемся ее выиграть. Сара Дарус Гуяхуй Акаут Олимпиада Сахьяис и Табубста а математикой абсфей абхирей. Чизыхатырей Уадавин Ахысра и Мария. Зигестара куртак бзыхатзама, мамса би бзыхатзама. И из Иркан Ахасара схудсван нас Мне помогала Марина Васильевна, моя учительница. Мы с ней вместе сидели и занимались. Было волнение, и я очень рада, что я прошла в 3-й тур. Я буду очень сильно трудиться и заниматься. Среди участников Олимпиады есть и те, кто стал лучшим сразу по нескольким предметам. И, безусловно, во всех этих победах велика роль тандема – родитель, педагог, ученик. Как признаются участники Олимпиады, участвовать в таком конкурсе было совсем несложно. Леона Абухба успешно занимается художественной гимнастикой, занимая призовые места. А в мире знаний это ее первое достижение. Сильного волнения у меня не было. Мне помогали в подготовке мои родители и моя учительница. Я буду готовиться, и я надеюсь на лучшее, на победу. Школьная жизнь интересная, яркая и разнообразная. Торжественная церемония собрала учеников, родителей и педагогов, которые гордятся достижениями своих детей. Это, наверное, одна из самых сложных, но и при этом одна из самых важных работ вообще в мире, которая только может быть. И мы очень вам благодарны за это. Также там довольно управление образования тоже очень много делает, мы чувствуем, знаем ваши усилия, старания. Я уверен, что все то, что мы делаем, мы все вместе, и родители, и учителя, и все другие заинтересованные наших детей, это все, безусловно, многократно окупится, потому что дети наше самое главное, это наше будущее, это наша гордость, это наша уверенность, успехи в завтрашнем дне. Всего в этом году в городской олимпиаде приняли участие около 240 учащихся младших классов. Победителями стали 54, а в старшем звене дипломов и подарков удостоились около 120 школьников. Следует отметить, что из года в год количество участников олимпиады растет. Изменился формат тестов по родному языку начального звена. У нас изменился формат олимпиады математики. Я думаю, что с каждым годом дети волнительно, активно принимают участие. И мы тоже видим, что нам нужно достраивать, добивать на следующий учебный год. Впервые мы за 30 лет ввели предмет черчения.
9 классы принимали активное участие по предмету черчения. Есть у нас один победитель. Нам в этом направлении надо работать, потому что востребованный предмет, дети активно поступают в высшие учебные заведения, там, где всегда преподается и экзамен черчения. Хочу отдельно сказать про математику. В этом году очень хорошие, чудесные результаты показали все, кто принимал участие в Олимпиаде по математике. Намного возросло ваше желание принимать участие и намного выше результат. И хочу еще добавить, что победитель Олимпиады по математике, ученик 10 класса Хаджи Басаид, сегодня находится в городе Майкопе на Всероссийской Олимпиаде математики. Большое спасибо вашим учителям, которые подготовили. За значительные успехи в организации совершенствования учебного процесса, формирования интеллектуального развития личности и практическую подготовку учащихся грамот были удостоены и учителя. Спасибо. Победители городской предметной олимпиады не расслабляются, ведь впереди их ждет 3-й этап – республиканский тур. Шазина Ханагуа, Константин Парулова, Абхазское телевидение.